келесі сөз Саясат Нұрбекке беріледі. Үлкен рахмет, құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, қадірлі әріптестер. 15 лет назад мне на руки попал очень интересный документ. Это стенограмма прений в парламенте Финляндии 1993 года. Развал экономики, неправильно выбранная экономическая модель, ставка на рынок сбыта Советского Союза, Советский Союз разрушается, Финляндия стоит перед огромной проблемой тотального обнищания и краха той выбранной экономической модели. 7 политических партий приглашены на эти прения, многочасовые дебаты, огромное количество предложений, огромные разные варианты альтернативы развития ситуации, но единый консенсус в том, что никаким образом нельзя ущемлять образование, приоритеты образования, никаким образом нельзя урезать бюджет образования. И там модель, которая была заложена в 70-80-е годы целым поколением, которое бросило себя в топку истории и заложило основу этого финского чуда образовательного, никаким образом в 1993 году не поколебало. Я вчера перечитывал этот документ, и у меня очень простой призыв к вам, Касым-Жомарт Кемелевич. Я так понимаю, сейчас закладываются контуры нового национального плана, вашего видения развития страны. К концу года, я так понял, это сформируется уже. И я от лица всего образовательного сообщества, лично от себя, призываю к вам, чтобы развернуть приоритет всего нашего госаппарата, всей нашей национальной и государственной политики и сделать ключевым приоритетом именно вопросы образования и человеческого капитала. Такую ставку сделали страны Южная Корея, Сингапур, Тайвань, Финляндия. Все эти страны сейчас очень конкурентоспособны, выдерживают все огромные испытания, изменения, которые в мире происходят, в первую очередь благодаря той большой политике, которая заложена была еще в 70-е, 80-е годы. Мне буквально на днях исполнилось 39 лет, мое поколение, которое сейчас себя считает, кстати, потерянным поколением, 80-ники, мы сейчас находимся перед таким большим жизненным выбором. Что нам дальше делать? Есть знания, опыт какие-то, опыт ошибок больших накопленных. И мой личный кумир, Эки Архо, он был генеральным директором Национального совета по развитию образования с 1972 по 1992 год, критический фин. Он был представителем этого поколения, которое бросило себя в топку истории. Поэтому пожалуйста, используйте нашу энергию, мы готовы тоже бросить себя в топку истории, потому что я понимаю, что другой альтернативы у Казахстана нет. Поэтому такое у меня немножко эмоциональное обращение к высшему руководству нашей страны. Также несколько точечных предложений, которые коллеги еще не озвучили. Первое. В ближайшие десятилетия произойдет, наверное, самые большие критические изменения в сфере образования. Есть много этому факторов, огромное количество исследований написано по этому поводу. Коронавирус, как Мурат Абдулович сказал, подсветил все эти проблемы. Поэтому назрело национального форсайта по развитию образовательной среды. Нам нужно очень четко определиться в ближайшие 5-10 лет, какие будут контуры, приоритеты, ориентиры образовательной модели, которую мы будем выстраивать. Второе. Мурат Абдулович тоже осветил эту проблему – цифровое неравенство. По сути дела, начинается новый водораздел, начинается новое неравенство социальное, которое раньше, если было по доходам, по происхождению, то сейчас это вопрос цифровой грамотности. Удивительный исторический факт. Ровно 100 лет назад, в 1919 году, если вы помните, декретом было принято декрет о ликвидации безграмотности у населения, тот самый знаменитый ликбез. Сейчас настала пора запускать массовую программу ликвидации цифровой безграмотности, которая сейчас является этим водоразделом. По дошкольному и среднему образованию несколько конкретных точечных предложений. Первое. Мы обеспечили массовый количественный охват на сегодняшний день дошкольным образованием, но сейчас прям назрела пора качественные вопросы поднять, то есть лицензирование дошкольных организаций. Я считаю, что назрел этот вопрос, это повысит качество предоставляемых услуг и регулировать как-то нужно уже этот рынок. Также вообще в целом нужно разработать Министерству образования и науки цельную комплексную модель дошкольного образования и подготовки. Сейчас это вопрос как-то мы упускаем, а это ключевой приоритетный вопрос. По среднему образованию назрела сейчас прям идет жесткая нехватка онлайн национальной платформы полноценно, в которой все учителя, ученики дошкольных, школьных среднего образования организаций могли бы полноценно проводить уроки со всеми компонентами оценки, проведения уроков, тестирования и так далее. По профориентации. Давайте признаем, что профессиональная ориентация в средней школе у нас развалена.
Вот атлас новых профессий, который по вашему поручению, Касым Жомарт Кемелевич, сейчас разрабатывается, он уже будет в сентябре завершен. Вот его надо полноценно брать и разворачивать комплексную систему профориентации в школах. Это вот номер один сейчас такая отдельная такая большая проблема. По профтехобразованию здесь два конкретных предложения. Первое. Все, вот организациям профтехнического образования нужно давать академическую свободу. Так больше продолжаться не может. То есть до 50% они сейчас только могут регулировать какие-то внутренние свои учебные планы. Надо отходить от типовых учебных планов, дать им полноценную академическую свободу, чтобы с учетом региональной специфики, с учетом потребностей конкретного предприятия могли организации профтехобразования регулировать свои учебные программы. Также необходимо, второе, лицензировать по специальности, чтобы несколько квалификаций в рамках одной специальности могли получать ученики колледжей, студенты колледжей и более быстро адаптироваться к изменяющимся потребностям рынка труда. И WorldSkills — это последнее предложение. Мы несколько раз вносили это предложение и просили вас, Касым Жомарт Кемелевич, самому возглавить это движение, которое имеет огромный потенциал перевода системы профтехобразования на другие стандарты, на другие требования, на другой уровень, как это было сделано в России, как это сейчас в Китае и в Германии, где Ангела Меркель, Владимир Владимирович Путин, соответственно, и высшее руководство страны возглавляют это движение, которое позволяет качественно пересмотреть стандарты и форматы подготовки.